Доброе курганское утро. Замечательно переночевали мы в Горнице. Вот она остается позади у нас. Сейчас выезжаем в сторону Омска. Посмотрите, какая большая стоянка. Она вся заполнена фурами. А чего у этого фонарик моргает там? Ну, это на магните приклеим. Ага. Опять пасмурно. Опять где-то дождь. На улице 18, в холодильнике 14. На улице 18, в холодильнике 14. Антон говорит. Что-то он нагрелся, подожди, не может быть там 14. Там все замороженное было. Фигня какая-то. Сейчас, видимо, это набили, измерить правильную температуру. 14 это очень много. Не может быть. Где-то есть круглосуточная кафешка. Я, правда, не знаю, что там может быть утром. Но хочется позавтракать. Мы вчера не ужинали. Тут прямо и сервис, и мойки, по-моему. Да, мойка, ремонт. А, тут гостиница. Ага. А кафе здесь. Банкомат. Кафе туда. Дорогу показывает. Да. Ну классно, кстати, сделали, да? Что все в одной куче. Свежая выпечка, кофе с собой. Вот машина, видишь, стоит. Подсолнух. Кофе. 24 часа продукты. Тут что? Магазин запчасти. Но закрыто может быть. Продукты. Сказали же 24 часа все работает. Ну вот сигнализация же, я вижу. Да? Ну, Значит, это не та кафешка. Ну, Кафе это 24 часа. И свет горит там. Вот смотрите, завтрак в кафе. Уже вот такие вкусняшки всякие есть. Это что такое? Подскажите, пожалуйста. Так, это свинина, запеченная с овощами. Здесь курица с помидором запеченная. Ага. А вот эти худенькие, это тоже свинина, да? Это курица. А, это курица. Я думала, там про курицу. А вот это Нет, колбаски здесь чьи? свинина. Из кого Это колбаса, свинина, говядина, фарш. Смотри, вот еще мясо, какое-то буженина или что это. А вот еще ты будешь? манты. Ты будешь? Я с колбаской возьму. Я просто колбаску. Сразу показываю, какая кафешка аккуратненькая, вся чистенькая, уютная. Фотографии дальнобойщиков висят, они их распечатывают. А мы дальнобойщиков всех разных, видимо, кто здесь был. Мы взяли вот так вот. Ну, сейчас попробуем. Интересненько тут так. Возле кафешки красиво все устроено там, по-моему. Почему туда стоит указатель «Живая рыба»? Там пруд, видимо. Угу, я тоже так думаю. Сова сидит. А затем через 100 метров поверните направо. Классно сделали, конечно, молодцы. Все в тему, везде и гостиница, Поверните направо, а затем и кафешка. поверните направо. Да, нам сейчас нужно будет вернуться в сторону Челябинска, Через 1 километр держитесь левее. чтобы там развернуться. А выглядит это вот так. Кафешка за фурами не видно. И вон там гостиница. Ну а мы
мы идем на разворот и едем в сторону Омска. Чернота, конечно, в небе не радует. Там, по-моему, дождь идет в стороне Челябинска, да? Через 500 метров держитесь левее. Все время какие-то эти приходят сообщения от РСЧС. Правда, непонятно, что там написано, в каком районе, там РБ, БП, вот это вот, что это такое. Но везде обещают ливни. В каждом районе, где мы едем, каждый Держитесь день. левее. Прямо 10 километров. Нам уже надо, чтобы распогодилось и было хорошо, а не вот это вот все. Все время 5 часов, 5:07. И мы поехали. Вот она, эта Стелла Курган стоит. Главное нам не уехать в Казахстан. Ну да, как мы это в позапрошлом году сделали. Случайно. Не слушались Бузову и укатили. А за прошлом году здесь не было этой дороги. Не Здесь, было. здесь была, какая-то была. И вот здесь сейчас гостинка слева будет. Через 500 метров. Где мы Нет, останавливаемся. мы ее Здесь. уже только что проехали. Проехали? Ага. Только что проехали. Тогда мы останавливались в новой гостиничке. Прискакали ночью, быстренько легли, поспали, рано утром встали, ускакали. Круговое движение. Второй съезд. Как и сейчас. Не, ну сейчас-то мы нормально поспали. Ты еще даже поработал. Прямо 9 километров. Что ты так грустно сказал, как и сейчас? Нет, не грустно. Нормально? Сегодня у нас короткий маршрут, мы сегодня в Омске остановимся. Потому что я не знаю, сколько там по времени. Мы приедем в 2 часа. В 2 стоит, да, что мы приедем? Да. Пробка стоит какая-то. Ну, я посмотрела просто, что мы после 3, по идее, должны. Ну, это я вчера смотрела. Каждый раз же показывает по-разному в разное время суток. Так, у нас по бензину там все хорошо же, да? Ну, да, четверти всего нет. Ты что-то на заправке хочешь? Нет? Между прочим, так уютненько здесь стало. Смотри, сколько всяких кафешек появилось. В ту сторону мы проезжали Курган, что я как-то даже не поняла. Спала, видать, сидела, что ли. Да нет, что мы быстро пролетели его. Ну да, быстро. Мы же утром пролетели. Ага. По пустой дороге, блин, у нас скорость хорошая была. Мы вообще быстро доехали. До Уфы в этот день доехали, офигеть. Ну да, 1300 километров мы проехали тогда. Ну, с учетом плюс 2 часа время отнималось. Ага. Плюс 2 часа нам в пользу. Ну вот зачем нам этот дождь, а? Вчера приехали, так солнечно было, хорошо. Нет, он дошел сюда, добежал. Чисто прудная. Покушали, кстати, ну, вкусненько. Всё прям манта такая вкусная, котлета, колбаска. Торт смешной, конечно, Наполеон. Совсем не Наполеон, не знаю, из чего его сделали, но крем сметанный. Но он такой прям домашний, по-домашнему. Впереди камера. Тебе вкусно было? Да. Да? Ты просто сейчас за торт предъявишь. За торт? Взяла 2 кусочка тоненьких тортика. Хотела попробовать и то-то, то-то. Антон взял и съел. Но я съел один. Ну, один. Так, что на данный момент получается самые плохие дороги в Курганской области, да? Пока не доедем до Забайкальского края.
Там все равно в Забайкалье уже большую часть сделали. Не то, что в позапрошлом году было. Гонять-то страшно везде, вот полнейший пипец какой-то на дороге. Вообще ничего не понятно, прямо видно, что вот асфальт поднялся вверх и разломился. Вот только что. Неужели какие-то прям такие дожди прошли, что весь асфальт так разворотило? Но вот в Красноярском крае же тоже такие ужасные были дороги в Ачинском районе и в Канском районе, да? Вот сейчас сделали прямо, у них хорошие дороги там появились. Приятно ехать. Может, в Курганской области тоже наконец-то сделают, что такой поток машин проходит здесь. Это же дорога на Омск. Вот эти вот грыжи вообще просто везде. Ужасная. Ну, овечки через дорожку пошли. А одна в обратку побежала. Сколько вас много-то, ребятки. Худые такие. Ой, бедная, хромает. И маленькие там детеныши совсем. Ой, орут такие. Классные. Все было хорошо, нет, надо вот ехать в этот дождь, да? Даже пахнет сыростью, тут уже до такой степени, видать, пролило. Посмотрела прогноз погоды по всей России. Везде дождь, либо пасмурно. Солнышка нигде нет. В Абхазии есть. Абхазию не смотрела, это не Россия. Хотя в Сочи тоже пасмурно показывает. Вся неделя же такая. Зато не в жару едем. Колесики не греются. Вот солнышко светит. Я ему так радуюсь, что забываю даже снимать, когда солнышко светит. Снимаю только, когда дождь, и заняться нечем и скучно. А в солнце сидишь, радуешься, глазеешь по сторонам. Сейчас мы хотим заехать на заправку, покормить своего мальчика. Ножки, попки. Вот уже где-то здесь Газпромнефть должна быть. Все равно, когда солнышко, прям приятненько. Так мы уже подъезжаем к Ишиму. В прошлый раз мы в Ишиме ночевали, когда туда ехали на море. Ну, вот она заправка, видимо, нет? Нет. Справа. Вообще ничего не понимаю тогда. А на карте показывает с левой стороны. Очень интересно. Так, 95-й, 61, 47. А еще есть 62,97. Мы какой будем? Вкусный? Взрослый или детский? Детский. Маршруты строю, перестраиваю недорого. Ольга Бузова.
G-Drive. Мы не будем G-Drive. Нет, G-Drive. Вот она, эта река, которая разлилась сильно-сильно. Такое прям как будто озеро большущее. Точно не буду врать. По-моему, она Тобол называется. А может, не Тобол. Я посмотрю, где еду, если интернет есть. Небо какое, ух, это озеро Мергень, а не река. Все, я вам наврала. Но он такое большое. В час дня мы приехали в Омск. Время-то у нас перевелось, тут правильно. По идее, должны были в 2 приехать, а по другому времени. Спортивный комплекс Виктора Ларионова. Тут аэропорт сзади, улица Ватутина. Слева. Сейчас мы едем в резиновый центр, да, или как? Ну, где резинки продают для колес, резиновые тапочки. Как я там говорила, слепоны, саба. А, сникерсы. Сникерсы для машинки нашей. Резиновые. У них все в руках таскают и в машинах маленьких возят. Доставки нету. Или тут только у нас все доставкой пользуются. Буквально едут, там трубы на велосипеде везут. Как-то вообще странно, так смешно смотрится. Заправки у них Юнигаз везде. И топлайн. Вот улица Комарова, проспект Комарова. Мы здесь будем жить. Я же сразу сказал, что мы едем в этот новый район Омска. Надо было меня туда домой закинуть. Машина перевернутая лежит, нихера. Да, она устала, жарко. Нихера себе. Тут так принято. Ехал, бах. Ну и все, мы опять уезжаем из города. Ну, я тебя сейчас в порту. Мы опять потерялись, как Бузова твоя в порту там. оставлю. В порту? Вот там. Шиномонтаж, чехлы, ковры, автозвук, заправка кондиционера и так далее. Но ни одной мойки. То ли дело в Абхазии, да, там на каждом шагу мойка на мойке. Вот она у нас с Абхазии, блин, и не мылась. Ну, она чистенькая ехала. А потом где-то на Симе, по-моему, заморалась, да? Запылилась. Мы жить будем на проспекте Комарова, да? Нет, рядом. Я забыла, какая улица. Ну, там же они в одном дворе. Где-то повернули, завернули и уже вообще в другом районе. Стеснительный, но и стой дальше. А, ты не хочешь переходить вообще? У нас же 17 без дроби, да? Да.
Аэропорт. Налево. Поверните налево. Подвод. Аэропорт. Налево. Автостоянка. Люкс шина. Шинный центр. Приехали. Надеюсь, вам тоже все понравилось. Понравилось. А где они? Ну вот, Ага. Ну чё ж ты молчишь-то? я думала, ты видишь. Нет, мне как раз закрывают. Ага. Какой высокий этот виноград. Дикий или как его называют, я не знаю. Сегодня 19 июня, у них уже вот вся стена в винограде. Пиончики, помидорчики. Получается, вот сейчас меняем резину. Так как наша уже совсем бедненькая и стерлась. Лысая стала. Люкс шина. Здесь же сразу шиномонтаж. Новенькие наши коллеги что-то там делают. Вот такая вот квартира. Кровать огромная. Комод, телевизор, шкаф. В шкафу тут постельная, там подушки дополнительные для глажки. Так, это стена такая. Там белье, видимо, постирали, не убрали. Кухня. Пожалуйста. Плитка. Там какой-то... это парогенератор стоит. Тостер, сковородка. Тут все, что нужно. Чайник, кофеварка. Надо кофе принести из машины. Посуда. Приборы. Доски. Слушайте, все есть. Заезжай и живи полноценно, да? Так, все чистенько. Аккуратненько. Посуда. Туда наверх не положим, мне там не надо. Духовка есть. Пожалуйста. Что тут еще? Шкафчики. Холодильник. Холодильник. Морозильная камера. Стол. Со стульями. Нет балкона. 13-й этаж, ребята. Чтоб вы понимали. Так, нету. Так, стулья тут кто-то уже покоцал. Какие-то паразиты. Так, тут тоже балкона нету. Кстати, нету. Так, а кондиционер-то есть вообще или нету? Я кондиционера не вижу. Печально без кондиционера-то будет. Так, стиральная машина, туалет, душевая кабина. Ну, что-то прям так много всего оставили. Угу. Стиральный порошок, интересно, есть или нет? Может, я свой не взяла. Есть. Отлично. Ну, все. Моя маленькая прогулка по Омску. Квартал архитекторов и квартал Комарова. Улицы.
Иду с Поверните направо. Иду с 2GIS на всякий случай. Хотя тут все понятно, куда идти по прямой. Но я так это. А то вдруг заблужусь куда-нибудь. Надо ей звук, наверное, отключить, да? А то сейчас народ скажет, что больная, что ли. Идет, орет на всю улицу. Что это? Детский сад. Жаришка, конечно. Даже в тени жарко. Ничего себе, у садика какая большая территория. Зеленая, как лес, как парк. Деткам есть где погулять. Архитекторов 15 иду. Все уже зеленая, густая зелень. У нас дома, наверное, тоже уже зелененькое все. Все в траве, наверное. Вот саранки хотят зацвести. Как классно, когда такие сосны во дворах растут, прям благодать. Боярышник. О, какие-то яблонька с маленькими яблочками. Это не знаю, что за растение. Я прям вообще ботаник. Если бы у нас росло все так, как здесь растет, я бы, наверное, хотела себе огромный участок, чтобы насадить всяких разных деревьев. Плодовых. Я не знаю, что такое. На больницу похоже, что ли. Вот тоже яблонька растет. Уже яблочки там. Сиреньки отцвели уже давно. Одни желтенькие, а другие вот только собираются цвести. Видимо, другой сорт. Вот эти саранки уже прям зацветают. Или как их здесь называют, лилии. Да, у нас они саранки. Так, мне кажется, какой-то вот такой дом коричневый. В этот или в тот, который дальше. Ну и прогулочка у меня сегодня. Класс. Через 100 метров пройдите прямо на пешеходный переход. Что ты орешь-то, как потерпевшая? Напугаешь всех. Весь народ. Выключу. Сделала завершить маршрут, то орет, как потерпевшая на всю улицу. Людей пугает. И меня заодно. О, 27-й регион. Это откуда-то Амурская или кто там область-то. Угу. Елочки такие классные. Мальвы. А вот в тот коричневый дом мне, по-моему, идти. Блин, голубые ели. Какая красота вообще. Охота ж поснимать вам,
Какие тут дворы красивые. Дома шикарные. И, кстати, с парковками, как везде, проблема. Вот, нету парковок. Тоже все вдоль дороги ставят. Доброе омское утро. Сейчас время 5:07. Мы выезжаем из Омска. Переночевали в квартире в съемной. Маршруты строю, перестраиваю недорого. Ольга Бузова. 5 на каждом шагу, да? Вот акватория, где омылся. Ничего себе, в соседнем доме. Антон вчера здесь на мойке мыл машину. Даже не знал, что мы здесь живем. А ехал вокруг куда-то, да? Вот здесь сразу. Вчера приготовили домашнюю еду. Макароны с тушенкой. Вкусно было тебе? Да? Да, они исчезли только очень быстро. Куда они исчезли быстро? Я не врала. Ты ушла, и они сразу же исчезли. Какие они. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Я вчера ходила в гости к подруге, которая переехала сюда 27, наверное, лет назад. Хорошо так поболтали, буквально в соседнем доме, можно сказать. Мы специально так рядом сняли квартиру, чтобы спокойно можно было сходить в гости. Антон не стал, не пошел. Он просто лег, отдыхал, наслаждался вытянутыми ножками и ручками, закрытыми глазками. Ты? Работал, блин. Работал? Ну что еще сказать? В Омске Мелкие комары. зеленый у нас. И мошки. Ну, комары и мошки сейчас, вот, кстати, мы ночью шли, когда вообще не было ни одного комара. Поверните налево. Получается, у 7 них километров. жара была 33, говорит, 35 градусов. Вот вчера только чуть-чуть спала. Жара до 27. И дождик ночью прошел. Освежил. Чувствуется все равно, что тепло. Но у нас сегодня маршрут стоит до Кемерово. А там посмотрим, где нам придется заночевать. Доброе утро, поехали. Мост через реку Иртыш. Космос. Что-то уже знак с грузовым нельзя копать, сказал. Либо запарился, либо надо. Чуть-чуть вам утреннего Омска покажем. Это другой берег. Получается, тот, по-моему, левый был, на котором мы были. А это, значит, правый. Блин, эти машины. Фрунзе. Улица Фрунзе.
сказать. Поющий город. А что все красные этому? Троллейбус тут должен ходить. Провода для троллейбуса есть. Самокатики спят. Кстати, вчера ни разу я ни одного самоката не встретила. Ты уж внимания не обращал. Нет, точно не встретила. Ну, я, собственно, по дворам шла, поэтому. По дворам же самокаты, наверное, не ездят. Мельницкого, Омская, Лермонтова. Издеваются, что ли? Опять красный. Китай шоп. Ну, грузовикам нельзя, блин, сзади ездят фуры, блин. Там вообще как бы на въезде в город написано везде, что грузовикам ночью нельзя здесь ездить. Или днем. 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 Фиг знает. Что за хрень-то, блин, почему опять красный? Ну, вот выпила вчера пиво, все. Я не пила пиво, заколебал, блин, я чай пила. Ты попробовала жигулевское пиво. И чё? Вот поэтому все. От одного глотка, да? 100%. Еще до хрена светофоров, если мы на каждом-то будем стоять, мы до 12 дня не выйдем. Да капец, блин, там горит красный вон сейчас везде. Так он одинаково у всех горит. Но. И мы доезжаем до него, он опять красный. Они вообще, блин, ездят тут или стоят все время? А, он там сейчас горит красный, но там зеленый, сейчас они поменяются. Мы на этот проедем, а на тот встанем, видимо. Нет. Что попало? Это, по всей видимости, какие-то окраины уже Омска. Или предокраины. В прошлый раз мы когда останавливались здесь весной, мы останавливались где-то в центре, на берегу Иртыша. Это гостиница, я не помню, как она называлась, на высоком этаже. Иртыш, было видно. Мост рядом был, кажется, рядом. И центр города. Русшина. Такое солнышко прямо в глаз светит. Исправительная колония.
рассказывают, что там все красиво. На самом деле вот так вот. Для Отсюда кого-то. можно посмотреть, как они гуляют, да? Красоту-то делают для С кого? мостика. Самолет летит. Сесть хочет. Торговый центр. Ну и, собственно, все. Город закончился. Вчера мы проехали 600 с чем-то километров от Кургана. Поменяли резину. Резина нам обошлась 32 тысячи. Как она там называлась-то? Замакс. Вот. И теперь едем на новой резине. Потом расскажем вам, какая она хорошая. Самолет взлетает. Получается, мы жили в районе аэропорта, можно сказать. Мы вообще даже не слышали самолета, ни взлет, ни посадку. Они, видимо, в другую сторону все. Навигатор нас повел немножко вот по такой дорожке. Плохонькой. Чуть-чуть. Поверните направо. Видимо, чтобы сократить где-то что-то. Прямо 3 километра. Как раньше без навигаторов ездили, да? Нормально. По атласу. Карту открыли, посмотрели, пальцем ткнули и поехали. Ну, камнями не кидается, резина нормально. Ну, он сейчас тебя и повернет направо туда. Ага. Поверните направо. Прямо 25 километров. Ничего, не спидит здесь. А прямо это куда? Ну, туда. Да, здесь тоже можно вообще без навигатора ехать. Покатили. Новосибирск 577. Время 6:17, все попросыпались уже. А здесь у них другой график, они здесь. Здесь не работают. спят. Но все равно их не так много. Но Ну, понятно, что не так много. тоже стараются максимально без жары проехать, без пробок. Во сколько у нас стоит прибытие? У меня на Кемерово поставил, да? Да, 5 часов. В 5 часов? Мгм. Вообще замечательно. В Кемерово мы еще ни разу не останавливались.
с удовольствием остановлюсь и погуляю, если будет возможность. А ты тоже? Посмотрим, как состояние будет, как дорога еще будет. Это сейчас показывает. Ну да, потом может измениться время прибытия. Машина лежит сгоревшая, причем еще дымится даже в Новосибирской области. Вот только въехали с Омска. Обалдеть. С грузом была. Валберец, прикинь. Валберец? Охренеть. В Новосибирской области началась вот такая история с оводами. Вот они на стекло уже бьются везде. А мы заехали в кафе Бузовар. Едем по мосту через реку Обь. Ветер такой, кстати, дует на улице. Рыбаки там. Брагоньер. Какие-то, наверное, базы или что там на берегу. Может, живут там люди. Лодки стоят. Да, наверное, жилые. Частный сектор прямо на реке. Там кто-то хотел хоромы построить и бросил. А может, не бросил. Лесенка ведет в горку. Грязненькая она тоже. Грязненькая, ага. О, машинки не было. В виде корабля. В общем, покушали мы в кафе Бузовар. Второй раз мы там кушаем. Перед Новосибирском со стороны Омска, если идти. Мгм. И второй раз Свете не понравились бузы. Мгм. А мне нормально залетели. Не знаю, вот прям не нравятся мне такие бузы. Мне кажется, какое-то мясо сладкое в них. Что они там, то ли лука много, вроде на лук не похоже. Ну как собачка может быть не сладкая? Ну да. Но бухлер вообще отменный. Мясо просто бомбическое, бульончик, все вкусно. А вот бузы мне не зашли. Я попробовала одну и нет. Народу там, конечно. Девушка это быстро всех моментально раскидывает. На раз-два. Столики все полные. Они моментально все это приносят. Ну, понимают, что время обеда, как раз время-то час. А почему у нас время назад перевелось, что ли, или что? Почему у нас на этих часах 2 часа? А, это у меня на часах не перевелось вперед. Всё. У меня на телефоне перевелось, а часы с блютузом не соединены с телефоном. Да, и девушка быстро-быстро всех обслуживает и разносит моментально. У них уже все готовое, там, видимо, там только успевает. Ну, вот, кстати, последним людям сказали, манты минут 6 через, минут. да, через 6 будут. Бузы, то есть не манты. Вот. В прошлый раз мы приехали рано утром, мы были там. Что-то в 9 часов, 9 часов утра. Это было в прошлом году или в позапрошлом? Позапрошлом. Позапрошлом. Тоже как бы мы по рекомендации туда, то есть видим, смотрим дальнобойщики, туда заезжают, рекомендуют, что там вкусно. Тогда заехали рано утром, и у них тоже уже готовое все было, но оно готовое было не такое, что подогревать его нужно, а прямо вот из мантоварки вытащили и подали. Это, конечно, вообще здорово. Указатель до Кемерово 244 километра нам.
Что еще? Машин много. Да, отдыхающих особенно. Движение плотное. Мы когда ехали в сторону Абхазии, ну, когда туда ехали, столько машин не было. Сейчас просто капец. Трафик. Чтобы кого-то обогнать, блин, это надо... Ну, вон видно. Машина за машиной. Это что тут за воздушные змеи у них вьются? Продают же. Продают? Классные Вон такие. сидит под этим продают. Блин, жалко, что у нас дома все в проводах. У нас же тоже лежит где-то этот змей. В гараже где-то лежит. На речке-то раньше запускали. И то, когда ветер был. Сейчас мы едем, грубо говоря, мимо Новосибирска. Новосибирск у нас там справа где-то далеко. Ну, ветер какой-то. Надует опять нам дождь, а машина опять фиг, один фиг мыть. Ну, главное, чтобы нам в Иркутск не придуло вот это все. Потому что в Иркутске сейчас жара 33 градуса, сказали друзья. Они работают по ночам. Да, потому что им днем очень жарко работать. Бурятская машина едет, ну, с бурятскими номерами. Вот. И как бы хотелось бы, может, в Байкале хотя бы искупаться, хотя бы ноги помочить. Потому что в прошлом году мы были, да? Да, мы были в прошлом году. В начале июля была жара тоже в Иркутске. И Байкал был комфортной температуры. То есть можно было, ну, не, может быть, не прямо там купаться, закупаться, но окунуться можно было. Мы люди северные. Нам все равно, в какой воде купаться. Ну, в ледяной, конечно, мы не будем купаться. Ну, вот Новосибирск там у нас. А мы по объездной. Опять озоновские эти распределители стоят. Еще там что-то строят. Это что интересно? Под номерами какие-то здания с много-много входами. Снегири, населенный пункт. Снегири не герой. Ни хрена он там топит. Вот это что, блин? У самовара гостиница. Эконом. Банкетный зал. Интересно, да, банкетный зал за городом. Кстати, а в этом году тараканы, которые об машину разбиваются, не воняют? Или их просто такого объема нету? Не знаю. Может, еще не завонялись? В прошлом году на лобовом стекле это же вообще невозможно было. Ну да, кстати, и они начали разбиваться-то вот только в Новосибирской области. Где-то были там, но Ну, не курган, такие, вот эти вот мелочевки, которые... не такие большие, не так много, Шим. наверное, да,
комары. Комары да мошка. А здесь-то прямо оводы всякие, бабочки. Сейчас, подожди, в Якутию приедем, в Амурскую область. Там начнется эта вся братва, полетит к нам навстречу. Как раз конец июня будет. Смотрите, вот в Новосибирской области уже начался борщевик этот. Прям полями целыми белыми. Он цветет. Сейчас уже проехали. Машин прямо очень много едет. Вон он, этот борщевик везде. Сейчас в Иркутской области еще больше будет. Причем тут ведь частный сектор. Погодка, видимо, хорошая была. И он весь зацвел. Вон его, сколько все белое. Ого, что это мы встали? Вот это пробка. Что за пробка? Пщик знает. А, реверс, может быть, там что-то желтые знаки какие-то где-то стоят. Топки, Кемерово. Да, тут светофор есть. Газпром. Где он, Газпром-то? Вот, справа. А мы что хотели здесь? Чай, в туалет. Маршруты строю, перестраиваю недорого. Да Ольга ладно, не Бузова. нервничай ты, Бузова. Не Развернитесь, а нервничай. затем поверните направо. Что? Встанем за Хайлендериком. Это Хайлендерик, Да, старший брат. старший, да. Старый брат из Иркутска. Страшный брат. Страшно, да. Время 5:30. 5:38 мы приехали в Кемерово. Ну как в Кемерово? Это пригород, по всей видимости. Мы уже Кемерово проехали. Мы к центру едем, наоборот, я так поняла. Нет. Мы уже проехали его там сторону. Да? Все, мы уже под Москву, под Кемерово. Под Москвой. Под Кемерово. Пыталась найти какую-нибудь гостиницу в Кемерово. Ну, что-то как-то жаба давит, блин. Очень интересные у них цены в 2GIS. От 6,5, от 11, там даже за 30 с лишним тысяч есть гостиницы в городе. Что тут одни богачи останавливаются? Есть квартирное бюро, да, там тоже как бы можно арендовать квартиру, но просто пока будешь искать эту квартиру, уже проедешь. Все. Поэтому сейчас посмотрим по пути следования. Вон трамвайчик какой. Ой, троллейбусик или трамвайчик. Что это? Трамвай? Трамвай. Точно. Еще никогда не подумал, что эти рельсы здесь действующие. Да, такое все заросшее. Все в траве. Да, блин. Завела ты меня. Я? Ну, Это не я. Вообще-то ты сам поехал по этой дороге. бляха, муха. Когда говорил, днем надо было искать. В смысле, где искать там, Самого Тон? Кемерово. Ну как можно искать, когда ты город не знаешь? Объясни мне, пожалуйста. Ткнула пальцем в центр, да и все. И что? Очень странно здесь, конечно, дела с гостиницами обстоят.
Можно, конечно, и квартиру посуточно снять, но это нужно, блин, конкретно знать город, чтобы понимать, в каком районе тебе предложат квартиру. Сейчас поедем по мосту через реку Томь. Возле этого моста гостиницы вообще какие-то занебесные цены. Просто я не знаю, откуда они эти цены берут. Ну, шахтерский город, наверное, бешеные деньги зарабатывают. Но они же сами в гостиницах не живут, тут же приезжие. Наверное, те, кто в командировку приезжают, тоже богатые. Не знаю, мне прямо вот жалко такие бешеные деньги платить в таком городе. Кузбасс там на горе написано. Держитесь правее. Тут сейчас справа должны быть трамвайные пути какие-то. Вот они. А, они сверху, получается, спускаются. Ничего себе. Я еще думаю, странно, блин. Вроде их нету, а потом появляются. Они, оказывается, с горки. С красной, по всей видимости. А может, это не трамвайные, а железнодорожные? Нет, трамвайные. Держитесь правее. Прямо 11 километров. Ну, раньше вот только по этой дороге ездили. Вот он, трамвайчик идет. Господи, его сживали, что ли? Он пустой такой, в нем даже никого нету почти. 3 человека сидит. Интересно, там жарко, душно или кондиционер, может быть, работает. Проехали все на свете. Вот регион 42 остался номер свободный. Пойдем спать. Небольшой, кстати, вентилятор есть. Ого, какое зеркало. Подушки. Телевизор. Ну, между прочим, очень даже туалет, душевая. Нормально. Я. А Wi-Fi тут есть? Да, 9 вверх. О, вообще 3-местный номер. Смотри. 3-местный? Ага, 3 кровати отдельные. А душевой нету у них, да, похоже? О, 2-местный. Это тоже 3. А это вот с большой кроватью. Все такая позаглядывала везде. Сюда. О, ну это, видать, люкс какой-то. Кафешечка тут такая уютная. Компот, сок, кисель, салатики разные. Мы взяли селедку под шубой. Горячие рыбки, мясо, котлетки, курочка, все есть. Выпечка, пожалуйста. Уважаемые наши подписчики, еще раз большая просьба, не забывайте, пожалуйста, оставлять любые реакции, любые комментарии к нашим видео. Вам не сложно, а нам приятно. Давайте повысим активность на наших каналах.
Спасибо за просмотр. До встречи в следующую субботу.